Крещение, отмечаемое 19 января, уже давно стало символом очищения и просветления для сотен тысяч людей во всем мире. Праздник посвящен известному библейскому событию, когда Христос пришел на Иордан, где Иоанн Предтеча крестил водой иудейский народ. Узнав Спасителя, креститель произвел над ним обряд крещения. И затем масса народа стала свидетелем схождения Святого Духа в виде белого голубя и Божьего гласа. «Сие есть Сын мой возлюбленный». Во время крещения Иисуса Христа произошло Богоявление. Всевышний явился людям в триедином образе – Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Поэтому в этот день мы празднуем сразу два праздника – крещение и Богоявление Господне. Абхазия – страна христолюбивых абазгов, чья земля наполнена храмами православия, в прошедшем году с Божьей помощью направила своих паломников на Страстной Седмице пройти обряд омовения в реке Иордан. Впервые на берегу Святой реки зазвучали молитвы на абхазском языке. Чин освящения воды провел греческий митрополит, и затем паломники окунулись в воды Святого Иордана. Чтобы у нас мир в Абхазии был, все были здоровы, да, чтобы все были здоровы. В крещенский праздник 19 января освящаются все воды земли. По поверьям, именно та вода, которая в ночь с 18 на 19 января находится под открытым небом, обладает невероятными целительными и очищающими свойствами. Считается, что в воде для получения всех ее чудесных свойств необходимо соприкоснуться с самой природой, с чистым воздухом, небом и звездами. Именно такая вода способна принести и здоровье, и благополучие, и душевный покой. Интересно, что даже ученые признали чудесные свойства именно крещенской воды, но причин, научно объясняющих такие чудеса, найдено не было. Первое упоминание о животворной силе крещенской воды, или, как ее еще называют, великой агиасмы, относится еще к IV веку. Говорил об этом святой Иоанн Златоуст. Неоспорим тот факт, что крещенская вода является собой некий феномен. Исследования, проведенные современными учеными, подтверждают, в ночь на 19 января вода действительно обретает необычные свойства, которые получает с помощью энергии, образованным положением планет в определенную дату и время. Проще говоря, Земля, проходя по своей орбите,
пересекает энергетический поток, который идет из галактики. В этот момент происходят разные чудеса. Кто-то выздоравливает, кто-то приобретает слух или зрение. Этот кратковременный энергетический поток снимает негативные программы, которые человек навешал на себя своей неправедной жизнью. Научными экспериментами было доказано, что на крещении вода изменяет свои свойства. Например, оптическая плотность ее без видимых причин становится выше, приближаясь по этому показателю к водам реки Иордан. Кристаллы замороженной крещенской воды отличаются по структуре, совсем не такова она в другие дни. Но самое интересное открытие ученым дало измерение спектра электромагнитного излучения крещенской воды. Оказывается, он становится приближен к частотам, характерных для здорового человеческого организма. Проще говоря, вода несет в себе некую информацию, программирующую организм на здоровое функционирование. Кроме того, вода дает человеку мощный энергетический заряд. Сила его биополя моментально возрастает. В это время вода еще наделяется свойством заживлять раны, снимать воспаление, очищать и обезболивать организм. Считается, что в крещении окунание в воду смывает все грехи. Святая вода дарует душевное спокойствие и гармонию. Если вы сильно нервничаете, раздражены или встревожены, находитесь в депрессии или состоянии стресса, выпейте немного крещенской воды, чтобы вернуть спокойствие и умиротворение, считают христиане. «19 января с утра в храмах Абхазии во всех городах и селах проходит праздничная божественная литургия. Люди приходят в церкви, чтобы помолиться, ставят свечи и возносят хвалу своему Создателю. Затем священнослужители проводят чин освящения воды, и с этого момента воду можно пить, набирать в сосуды. Величайшая любовь небесная проявляется к нам сегодня. В Иордане, струя иорданская, она простирается на весь род человеческий. Сегодня мы в этой стране Абхазской радуемся, что этот день является днем, когда весь мир получает ту благодатную струю иорданскую. Испокон веков у христиан существует обряд купания в ледяной крещенской воде. В ночь с 18 на 19 января смельчаки, готовые окунуться в действительно холодную воду, собираются вокруг проруби и окунаются в воду. Удивительно, но такое купание не только не вызывает простудных и прочих заболеваний, но наоборот укрепляет здоровье. У нас в Абхазии уже с вечера 18 января поднимается вереница машин в Каманы к святому источнику мученика Василиска. Но сначала верующие поднимаются в храм Иоанна Златоуста, где их уже ждет настоятель, отец Игнатий. Сама обитель за последние годы сильно изменилась. Процветание Каманского храма – заслуга его настоятеля. И здесь, уже у великой святыни, гробницы Златоуста, отец Игнатий рассказал нам о тайнах крещенской воды. Сам Господь освящает все воды, все водоемы, вокруг все освящаются благодатью Святаго Духа. Поэтому и люди стремятся к воде непременно. Вода притягивает к себе, поэтому всякая вода святая. И в обычные дни, когда нам жарко, когда нам плохо, мы омываемся святой водой. Она облегчает наши страдания, наши болезни уменьшаются, когда мы принимаем даже простую обычную воду. Но освященная вода еще имеет силу больше и больше. Поэтому вода, хотя и материальная субстанция, но тем не менее, она и химическое вещество, и материальное, но вся она пронизана благодатью Святаго Духа. В самой обители создана библиотека православной литературы, картинная галерея из пожертвований. Но главная радость настоятеля –
Это ларчик с частичками мощей великих святителей. Все это в скором времени будет доступно для поклонения христианам. В Каманах очень постоянно происходят чудеса. Эти чудеса многие и записывают. И даже приезжали к нам люди из Москвы, с различных киностудий, снимали фильм. Даже у нас был журналист из Москвы, Джон Уоррен, тоже снимал о чудесах. Я знаю такие случаи, когда исцелялись и от рака. Было бы случаи, очень много случаев, когда исцелялись от рака, исцелялись и от инсультов. Вот прямо здесь Джон Уоррену дала интервью женщина из Екатеринбурга, она неожиданно, не договаривались о встрече, и она рассказала, как она у саркофага исцелилась, и у нее инсульт прошел, и работа мозга наладилась. Но у нас, конечно, основные наши чудеса в том, что у нас уже более 100 детей в Каманах, которые родились по молитвам каманским, по молитвам святаго Василиска, Иоанна Златоуста. Очень многие семьи бездетные, у которых 5 лет, 6 лет, 7 лет не было детей. По каманским мы завязываем их веревочкой от Матери Божией, вот, даем им камни и сухарики наши каманские. И молимся, конечно, за них, как уже можем, молимся. И поэтому у нас уже более 100 детей, которые чудесным образом родились. Но многие, конечно, приезжают, благодарят и присылают фотографии. Поэтому у нас есть галерея каманских детей. Ближе к полуночи паломники спускаются к источнику святого Василиска, где уже горят костры. Отец Игнатий совершает водосвятный молебен, после которого наступает самое главное – крещенское купание. Кто-то и представить себе не может, как это в такой холод зайти в воду. А верующие люди, уповая на Бога, бесстрашно окунаются и получают благодать. بريزل شارع حمو بزقير دس نحلوت يزل شوقي يزلم شوقي نشاد حخلو بشاد أنشفيم إن شاء الله بس الدنيا نحبس أخلاقي يشوفتوي بشبريري جحنيات. Мне на душе стало легче. Вот прежде чем прийти сюда к воде, мы поднялись в церковь, поставили свечи. Очень приятно, что столько людей собралось здесь. Приятно видеть, что столько людей верят в Бога. Приятно, что такой праздник вообще существует, День Крещения. Было холодно, но оно того стоило. Когда вначале купаешься, вообще не холодно, может быть, потому что это святая вода. Вообще впечатление очень отличное. Очень классно. Ну, очищение от суеты, от повседневности. То есть, как бы, ну, я не знаю, приобщение к чему-то светлому. То есть вода, она так холодная, вот эта святая, она оздоравливает в целом. Вот, мысли просветляются. Крещенская святая вода – великий дар Бога людям. И не использовать это благо странно и неразумно.
Однако по вере вашей да будет.